Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Рассмотрен ход сезонных полевых работ в Туркменистане. Звезду по имени Аркадак можно увидеть из Туркменского государственного университета. Для предпринимателей Туркменистана начинается период уплаты пенсионных взносов и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание, посвященное текущим сезонным полевым работам. Как отмечалось, в стране полным ходом идет уборка зерновых. Собранный урожай транспортируется на приемные пункты, производятся расчеты земледельцами. Освободившиеся поля готовятся к следующему посевному сезону. В Туркменском государственном университете имени Махнукули прошла церемония передачи сертификата о присвоении звезды в созвездии Пегас имени Аркадак. Университету также вручили телескоп и фотографии небесного объекта для ознакомления общественности с информацией о звезде. Пенсионный фонд Туркменистана сообщает предпринимателям о начале расчетного периода по уплате пенсионных взносов за первое полугодие 2024 года. В соответствии с законом, взносы должны быть уплачены до 15 августа. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал большой честью для своей страны открытие статуи выдающегося индийского поэта и философа Рабиндраната Тагора в Туркменистане. Туркменистан приступает к транзиту грузов по железнодорожной линии Решт-Каспиан в Иране. Уже на следующей неделе по этому маршруту начнется транзит серы из Туркменистана. Груз будет доставляться из порта Туркменбаши в иранский порт Каспиан, а оттуда по железной дороге через территорию Ирана. Делегация Меджлиса Туркменистана приняла участие в мероприятиях ОБСЕ, которые проходили в Бухаресте. Встреча собрала парламентариев, представителей государств-членов ОБСЕ, а также ряда международных организаций. Участники обсудили широкий круг вопросов, касающихся безопасности, сотрудничества и демократии в регионах организации. 9 из 16 федеральных земель ФРГ выступили с инициативой о введении налога на все безалкогольные напитки, содержащие добавленный сахар. Причиной стало чрезмерно высокое содержание сахара в этих напитках. Потребление сладких напитков чревато многочисленными проблемами со здоровьем, особенно у детей. Исследование показало, что введение налога на такие напитки в течение следующих 20 лет может привести к значительному сокращению случаев диабета второго типа, заболеваний сердечно-сосудистой системы и ожирения. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о значительном повышении заработной платы медицинским работникам. С 1 сентября этого года вступают в силу следующие изменения. Зарплата врачей увеличивается на 50%, средний медицинский персонал получит прибавку в 20%, а младший медицинский персонал и водители скорой помощи повышение на 10%. Абдушата из Канта обыграла Нефчи в домашнем матче 13-го тура чемпионата Кыргызстана по футболу. Встреча завершилась со счетом 4-0. Сулейман Мухадов вышел на замену по ходу игры и забил на 89-й минуте, установив окончательный счет в матче. В понедельник прошли еще два матча чемпионата Европы по футболу в Германии. Сборная Португалии в серии пенальти обыграла команду Словении. Основное и дополнительное время завершились в ничью 0-0. На последней минуте первого дополнительного тайма Криштиану Роналду не реализовал пенальти, который отразил вратарь Словении Ян Облак. В другом матче 1/8 финала сборная Франции со счетом 1-0 обыграла команду Бельгии. Автогол на 85-й минуте забил защитник бельгийцев Ян Вертонген. В четвертьфинале французы сыграют против сборной Португалии. Встреча пройдет 5 июля в Гамбурге и начнется в 23:50 по ашхабадскому времени. Чемпионат Европы завершится 14 июля. Действующий чемпион сборной Италии выбыла из турнира на стадии 1/8 финала, уступив Швейцарии со счетом 0-2. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.